С сегодняшнего дня общественный транспорт Бишкека начал работать в обычном режиме. Теперь городской общественный транспорт, автобусы, троллейбусы и маршрутки вновь работают с утра до вечера без перерывов. Ранее в целях обеспечения безопасности горожан было принято решение об ограничении деятельности общественного транспорта в выходные, нерабочие дни. Данная мера была применена до особого распоряжения и улучшения эпидемиологической ситуации в столице. Так, значит, согласно решению штаба сегодняшнего дня возобновлен работа общественного транспорта полностью, то есть без ограничений. Количество автобусов и микроавтобусов, я думаю, сегодняшнего, завтрашнего дня будет увеличиваться. Но поставлена задача каждому водителю, каждому руководителю фирм-перевозчиков, да, чтобы соблюдали санитарные нормы автобуса. Потому что это важно не только для водителей, важно для наших граждан. Здоровье на сегодняшний день стоит на первом месте. Пандемия коронавируса повлияла почти на все сферы бизнеса в Кыргызстане. Особенно пострадали предприниматели, деятельность которых была запрещена на время чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. К примеру, кафе и рестораны. В заведениях общественного питания опустели залы, отменили ранее забронированные мероприятия. В данное время, к большому сожалению, все наши сотрудники остаются пока без работы. У всех наших сотрудников есть ипотеки, аренды. По отношению ресторана у нас, получается, есть свои обязательства перед нашими заказчиками. То есть в мае, в июне месяце должны были мероприятия пройти, но, к сожалению, в связи с пандемией мы это все не провели, а ответственность наша пока остается. Значит, на данный момент Северэлектро, все комуслуги, арендодатели, даже с налоговой инспекцией уже начали требовать выплат. Представители кинотеатров обратились с заявлением к правительству. Для них самой главной мерой поддержки со стороны государства станет разрешение возобновить работу. И вместе с тем подчеркивается, что закрытие кинотеатров приведет к значительному ущербу не только отдельным представителям малого и среднего бизнеса, но и целым отраслям, таким как кинопрокат, поставщики продукции, реклама, билетные сервисы и прочее. А вот сейчас у нас все кинотеатры собрались здесь, в Бишкеке. Письмо писали, письмо отправили в департамент нашего кино, Министерство культуры и коменданту нашему в Бишкеке. Не знаем, что говорили, что сегодня будет собрание, будем решать это все. Вот мы ждем сейчас. Да, ждем. Если они добро дадут, мы должны открыться уже. Да, все кинотеатры готовы, чтобы работать. Мы все ждем только разрешения. Стоит отметить, ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели в июле после ухудшения ситуации в городе. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке, из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, властям пришлось открыть дневные и ночные стационары. На сегодняшний день тысячи людей в сфере услуг и развлечений остались без работы, бюджет без налоговых поступлений, а предприниматели без прибыли. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.